мен жинде емесмін, да. Он лежит и ни с кем не общается, уединяется. Окольными методами, всеми доступными, идут к молдо, табиб, там еще кому-то, да, знахарям. Тараном выбил обе двери и убежал. Уже на следующий день врывается ко мне в кабинет, я сидела одна, помню. Ой, было зимой, представьте, он в шортиках, да, и в сланцах, да. Сыдыкбекова Алтыная Аскарбековна. Я работаю врачом-психиатром в РЦПН. Уже стаж работы уже 30 лет. Вот. Я работаю в поликлинике, поликлинический врач, я лечащий врач, да. Значит, я принимаю взрослый врач, то есть принимается это с 15 лет и старше. Медицинская помощь, психиатрическая, страдающему пациенту. Значит, это изначально, это общее, да, мое предназначение. А так, если смотреть, так как я в поликлинике, в амбулатории, то в мои функциональные обязанности входит что? Осмотр пациентов, потому что к нам отправляют на консультации, приходит первый раз человек, надо понять, что у него заболевание, впервые он, да, приходит, еще диагноза нет, еще лечения ничего не получал. Надо диагноз вначале понять, что у него. Вот. Если там какие-то есть сомнения, отправить еще надо обследование, у каких-то специалистов еще проконсультироваться. Вот. Найти, значит, симптомы, диагноз понять, потом уже думать, какое назначить лечение. Или человек захочет дома, если позволяет его состояние, или его направить в стационар. Это я говорю в тех случаях, когда у пациента более легкий диагноз, да, неврозы, допустим. А если, допустим, там острый психоз, то, конечно, здесь видно, что пациента надо госпитализировать, там уже нужно ложить в стационар. Среди популяции бытует мнение, что психически больные – это очень нехорошо. Это, не дай бог, заболеть, и не дай бог состоять, тем более на учете у психиатра. Это всю жизнь закончилась на этом, вот, и никуда ничего. Вот. И они, конечно же, это начинают отвергать, стараются окольными методами, всеми доступными, идут к молдо, табиб, там еще кому-то, да, знахарям, самостоятельное лечение. Кто-то занимается усиленным там, физическими упражнениями, что-то еще придумывает, там, дыхание, практики какие-то, все уходят в другую сторону. Но если заболевание наступило психическое, оно, как правило, никуда не уйдет, уходит в хронизацию, вот именно что затяжное состояние, и затем, вот, когда уже данный пациент, все родственники видят, что после молодого сеансов эффекта нет, вот они долго ходят, месяц, 2, год, там помучаются, потом приходит айладжоктон без егелет, да, и приходится, да, уже смотреть, и уже труднее смотреть, труднее дифференцировать, да, но в любом случае это к нам все равно. Лучше сразу не тянуть, время не терять, прийти лишний раз проконсультироваться, здесь ничего нет страшного. Если вы первый раз пришли, вас сразу, как говорится, и никто не будет вас насильно сюда ложить, это ваше еще согласие надо спросить, да, вот, мы вам предлагать будем, да, но если там экстренные неотложные состояния, если он действительно буйный, представляет такое состояние опасность обществу, себе, окружающим, в таких случаях, конечно, ложится. Так, ну вот, так что бояться нас не надо. То есть население сейчас стало более теплее к нам относиться, приходит, да, многие даже спокойно заходят, мне нужна консультация, доктор. Перешагнув, там, допустим, предыдущие консультации, требующихся терапевта, допустим, невропатолога, если там у него никаких обследований нету, не исключены какие-то другие заболевания, и к нам сразу приходят, ну, конечно же, мы всех смотрим, мы все вот поможем, да, бояться нас не надо, а стигма есть, да.
То есть, да, это вот такое явление, когда боятся нас, и считают, что зазорным быть здесь на учете станем, да. Допустим, при депрессии, да, при депрессии основные клинические признаки – это снижение настроения, плаксивость, но снижение не просто вот я сегодня с утра настроение грустное, после обеда мне стало весело, а завтра, послезавтра полегчало. Нет, это имеется в виду тот симптом, который настроение длится более 2 недель, минимум, как чтобы было стабильно, с грустное настроение. 2 недели стабильно, вот она идет каждый день, да, вот грустно, бессонницы, ничего не радует, нет радости, нет смысла в жизни, мотивация теряется у человека, у него слабеет и физически, нет аппетита, ничего не хочется делать, нет желания чего-то смотреть за собой, что-то к чему-то стремиться. У некоторых женщин даже они не смотрят за детьми, им тяжело, это при тяжелых уже уровнях. Они за собой не смотрят, вот они лежат часто целыми днями. Вот если молодежь, часто родители думают, что он ленится, да, но он же молчит, сам не понимает, о чем у него, в чем проблема. Он лежит и ни с кем не общается, уединяется, грустный, не спит. Вот. И родители считают, что он жалкового татко, мандайого татко, и начинают ругать. Нет, ругать не надо побеседовать по душам, поговорить, может быть, с подростком. Возможно, у него есть депрессия, прийти к специалисту, проконсультироваться. Снижение памяти, да, вот, снижение памяти. Вот он становится человек забывчивым, вот что он начинает забывать, рассеянный, да. Потихонечку она прогрессирует. Естественно, надо идти бить тревогу, надо заниматься этим тоже. То есть симптомов масса, но все связано с чем? С настроением, связано с нарушением поведения, да, с бессонницами. Бывает, что человек изменяется резко по характеру, меняется. Вот он был до этого веселый, да, а тут он стал или замкнутый, или молчаливый, или стал агрессивный, да, или, может быть, еще претензии какие-то стал, вот, что вы меня плохо относитесь, да, все, всякое такое вот. И, пожалуйста, то есть, да, это, я говорю, при явных признаках, да, это уже видно, заметно, да. И тогда, конечно же, вот, обычный человек это заметит, и надо консультироваться. Побеги тоже бывает. Значит, это редко, но бывают. Вот, допустим, вот у меня на ночном дежурстве мне позвонили ночью, это было после отбоя. Оказывается, в остром отделении мужском убежал пациент. Я пришла, оказывается, он был возбужденный, агрессивный, сильный пациент. Он поднял железную кровать, вокруг себя кружился, всех разбросал, все боялись подойти к нему. И он вот этой железной кроватью тараном выбил обе двери и убежал. Хорошо, что... Да, 2 двери, одна простая, одна в прихожей бронированная, да. И вот он, знаете, снес их, прям по замку ударял это и снес. И хорошо, что мне позвонили это вовремя сразу же. Я позвонила в милицию и нашла историю болезни, где его адрес, дала его адрес. И милиция по направлению, это было зимой. Зимой, представьте, он в шортиках, да, и в сланцах, да, и его милиция патрульная. Тут же мне через 15, полчаса, 20 минут, наверное, спасибо милиции, что мы сотрудничаем, да, спасибо большое, они нам помогли. Население все равно побаивается, вот основную какую-то вот часть еще побаивается, не приходит, тянет до тех пор, пока уже айла жоқтың келешек пары, это раз. Во-вторых, даже если потом мы полечим, человеку хорошо, но у данного человека, допустим, психоз, и ему требуется дополнительно поддерживающее дома лечение, надо препараты принимать, приходить периодически, наблюдаться у врачей. Но в данном случае вот обычно они это не делают, запускают, опять вновь обострение идет, опять. Это вот первый вариант, может быть. Много случаев, когда вот хронические заболевания, как хроники пациенты, которые по много уже лет, да, уже пациенты.
они настолько уже, я понимаю их, с одной стороны, в семье надоедают членам семьи, да, вот он обострение, он ходит, бродит, агрессивный, галлюцинирует, с ним не хочется возиться, жить трудно с ним, да. И они часто бывает, что не смотрят их тоже, за ним не здесь салвать, да. Пациент запускается, часто даже бомжует, где-то уходит, да. Некоторые вообще семьи есть, которые от них отказываются даже. Бывают такие случаи тоже. Это редкие, но и есть такие случаи тоже. Трудно потом. Представьте, вот они завезут, оставят его просто-напросто в отделении. Бывает так, что и телефон потом не берут, и врачу, что делать врачу? Остается только ждать и звонить периодически. Бывает нападение. Нападений очень много. Другой случай нападения был. Это еще в советское время. Я пришла, работала молодым врачом в поликлинике. И тогда у нас была гуманитарная помощь. Был противоэпилептический препарат суксилеп, я точно помню, да. Значит, мы его назначали таким пациентам, у которых нет никого, да, денежно они, материально неблагополучные, инвалиды часто, да, не работают, им надо помочь, одинокие. Вот такому пациенту, а у этого я выписала этот суксилеп, я выдала ему флакон под роспись, как положено. А у этого пациента оказалось 2 заболевания, то есть у него микс. Там была и эпилепсия, которую он из-за того, что приступы регулярные, он принимал всегда препараты. Но у него помимо эпилепсии еще была шизофрения. А так как он жил один, его никто не контролировал, а по шизофрении он ничего не принимал, по психозу он ничего не принимал. В итоге у него оказалось там, обострение, и он как раз в этот момент ко мне пришел за противоэпилептическим препаратом. Я выдала ему этот препарат, он пришел домой, почитал, ему показалось это очень подозрительным. Он тут же на следующий день врывается ко мне в кабинет, я сидела одна, помню. Ой, значит, в этот момент у нас в советское время под каждым столом были кнопки сигнализации, называется. Если тревожный что-то момент, о нападении случай, то мы быстро нажимаем под столом кнопочку. И у нас тогда еще были санитары, у нас был тогда санитар. Врывается сразу санитар и помогает. Да. То есть на пост дается сигнал о тревоге врача, там нападения, да, и это забегает персонал, помогает. Я помню, он на меня, значит, напал, и с размаху разбил эту бутылочку с суксилепом и начал нецензурно выражаясь, хотела меня сделать из меня, в общем, нецензурными словами, в общем, разбил об стол эту форму, да, и напал на меня. Я в этот момент нажала быстро и спряталась, быстро, мгновенно, у меня со страха реакция была под стол, я успела все-таки, да. В этот момент ворвались санитары и помогли, да. Бывает, поступает пациент, он говорит одно, а там приходит, мы его положим, лечим, а там приходит потом за ним милиция, следователи, там, уголовные дела бывают, но никто не застрахован от психиатрических заболеваний, психических заболеваний. Это надо всегда запомнить, и поэтому ничего здесь стыдного нету. Это тоже такое же психология, психика, это такое же заболевание, одна из частей сознания, да? Это неотъемлемая часть, мы не можем отрезать эту часть и только лечить, значит, руки, ноги. Человек не робот, у него есть душа. Моя работа очень важна. Психиатры всегда были, есть и будут. Как все заболевания, человек всегда подвержен стрессам. Сейчас особенно актуально, потому что есть некоторые заболевания, которые вышли на первое место по ВОЗовским всем в мире, значит, да.
вот, это депрессии, допустим. Потому что человек – это изначально социальное существо, он живет в социуме, и его состояние, в том числе и ментальное, будет чувствовать изменения, какие идут в социуме. Это может быть экономические, политические изменения. Допустим, он потерял работу, потерял какие-то еще что-то, да, вот в жизни. И, конечно же, здесь он будет обращаться в таких случаях, если заболеет, то к психиатру.